В Нерюнгринском районе произошел инцидент, повлекший гибель одного из работников Чульманской тепловой электростанции. Напомним, 13 мая этого года при проведении ремонтных работ по очистке котловых ванн в помещении котельно-турбинного цеха получили травмы двое работников, один из которых скончался сегодня утром. Подробнее расскажет наш корреспондент Александра Цибикова. Сегодня родственники погибшего Максима Гулина, бывшие и нынешние работники предприятия, а также неравнодушные жители Чульмана собрались у ворот ТЭЦ, чтобы встретиться лицом к лицу с начальством, давшим некомпетентное устное распоряжение на подготовку к расшлаковке котла. К тому же к нему приступили работники, не имеющие допуск в котельный цех. Теперь детей нету отца, и что вы сделаете? Вы вернете жизнь, вы вернете здоровье нашим мужьям. Что вы нам предложите? Женам, матерям? Как еще не кричать, как не срываться? Неизвестно, какие последствия будут. И вы руки умоете, вы уйдете. Напомним, что 32-летний бетонщик получил тепловой ожог правой кисти 3-й степени и задней поверхности голени. А 29-летнему плотнику повезло меньше. Тепловой ожог головы 2-й степени 95% туловища. Неделю врачи Нерюнгринской ЦРБ боролись за жизнь пострадавшего, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и сегодня утром его не стало. Никакого допуска не было. Простая была роба, которую выдавали. Допуска никакого не было. Он плотник, какой у него может быть допуск вообще к этим котлам? Он вообще никак не должен быть там с ними связан. Но они говорят о том, что начались ремонтные работы, и они имеют право как бы всех туда, вот в этом плане. Ну, как вот так вот они мне говорят пока. Следственным отделом по городу Нерюнгри по республике Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту получения тепловых ожогов работниками Чульманской ТЭЦ и смертью одного из них. На время следствия отстранен от должности Виктор Бадонов, начальник Чульманской ТЭЦ. Мастеру было выделено с ремонтного участка двое ребят, которые должны были с ним вместе открыть люка, посмотреть, то есть подготовить к расшлаковке. К сожалению, мастер самовольно расширил эту работу. В результате, когда они открыли ремонтный люк и начали размывать горячую золу, произошел выброс этой золы. Пострадал Максим Гулин, который, в общем-то, и не должен был там участвовать при расшлаковке. Дмитрий Ананьев трудится в ТЭЦ 2 года и признается, что это очень опасная работа. В его бригаде 4 огнеупорщика, в их обязанности входит работа на холодном, горячем и рядом с накаленным оборудованием. Иной раз им приходится сталкиваться с открытым огнем. За свою жизнь переживает вся бригада, так как оборудование, мягко говоря, устаревшее, ненадежное. Прибегают в последнее время, постоянно сразу начинают гнать. Давайте быстрее, давайте пошевеливайтесь, ставят сроки, ограничивают производство. Откуда возьмется хорошее оборудование, если на нем ничего должного не производится? На данный момент ведется следствие и проводятся проверки, экспертизы. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Александра Цибикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.